Сегодня исполнилось 91 год со дня рождения великого сына татарского народа Табеев Фикрет Ахмеджановича. Сегодня были на кладбище, возложили мы там цветы, навестили нашего уважаемого татарина. Вот сегодня продолжим разговор на эту тему. Это великий человек, конечно, это старший наш учитель, ему надо подражать. Я, например, по жизни брал всегда с него пример. Я, как и он, уехал с своего родного аула покорять Москву, он уехал в Казань с вещевым мешком, в котором лежало самое необходимое, и с 30 рублями денег в кармане. Его, как и меня, собирали, провожали всем селом. И поэтому, наверное, вот он достиг таких больших высот. Зная трудности жизни изначально, они у него были трудные. Почему? Потому что война, отец ушел на фронт, мать осталась одна, хозяйство, помощь матери по хозяйству, помощь матери в колхозе и так далее, так далее. Его укрепило Фикрета Ахмеджановича. Моя мать училась с ним в параллельных классах и рассказывала, что в то время не было ни ручек, ни тетради, писали карандашами, писали на обрывках старых газет. Вот так учились. У нас в селе была средняя школа, но учителя были аттестованные. И на аттестат сдавали в районе. Вы представляете, вот сдать в чужой школе, чужим учителям вдвойне сложно, потому что свои учителя, они могут сделать поблажку, как-то сдать. И мать рассказывала, что 50% не могли сдать. Сложно было сдать. Ну, во-первых, сложно было учиться в то время, я объясню причину. И во-вторых, вот такие были требования. Но Фикрет Ахмеджанович, несмотря на трудности по жизни, значит, сдал успешно, вот, и успешно поступил в один из самых престижных вузов нашей страны, Казанский университет. Мы сегодня посмотрим фильм, о нем будут много говорить его друзья, соратники. Вы услышите очень много интересного о его жизни. Товарищи, сегодня, действительно, на кладбище, когда мы были, я сказал, говорю, знаете, говорю, я себя считаю самым счастливым человеком. И вот я это слово и здесь повторяю. Действительно, я самый счастливый человек. И очень везучий. Мне всегда везло на людей. И вот первый человек, с которым мне повезло, с Табеевым. Мы с ним ровно 4 года здесь, в Москве, работали в одном кабинете. Только вот вдвоем. Ему, значит, 80, он работал до 87 лет. Вот в таком возрасте я рядом с ним, ему, конечно, хотелось высказаться, что он сделал, что интересного он повидал. Действительно, легенда этого человека в том, что даже вот взять такие сухие цифры, да, построить на голом месте 2 города. Один город почти 600 миллионов, Челны. Нижнекамск 350-400 тысяч. А? Ну, 250, ну, вот дело не в этом, да? Что на голое поле и построить 2 города. И 3 города, Альметьев, этот самый Лениногорск, еще самый Бугульма, который он почти наполовину обновил.
А какие заводы при нем построены? КАМАЗ, нефтехим, Оргсинтез, и пошло, и пошло. Понимаете? Да, и вот он единственный человек, который имел 5 орденов Ленина. И вот в газете недавно я писал статью, посвященную 90-летию, что его коллеги, вот, первые секретари обкомов, Ельцин, Свердловский, самый Юрий Башкирий, ну, самый Ставропольский край, еще один, так, так, ну, одним словом, это Горбачев. Да, Горбачев. Вот, Горбачев, этот, Ельцин за всю свою историю или работу первым секретарем имел 1 орден Ленина. И то ему вручили в честь юбилея. Горбачев имел 2 ордена Ленина. 1 в честь юбилея и другой вот, за хлебозаготовки. Вот единственный человек, а он имел не в честь юбилея, а за то, что он за 20 лет построил и вывел Татарию одну из больших, самых сильных республик нашей страны. Поэтому, конечно, не писать, если бы я даже не был писателем, так я стал последние 10 лет только, я все равно бы, сидя рядом с ним, я должен был и обязан был написать. Вот, это действительно великий человек. Даже то говорит, такой случай, вот я, значит, я однажды, когда начал книгу писать, думаю, дай-ка позвоню в приемную Горбачева. Фон Горбачева, значит, я говорю, я такой-то, но фамилия моя ничего не говорит. Я говорю, я взялся писать книгу о Табееве. Его коллега Михаил Сергеевич, они дружили. Можно у него взять интервью? Мы ему передадим. Через 5 минут звонок. Товарищ Вахитов, Михаил Сергеевич вас ждет. Это о чем говорит? Это говорит, что какой он великий человек. Услышав его фамилию, Михаил Сергеевич, или тот же самый Кобзон. Один звонок, Кобзон говорит, все, Раиль, беги, я тебя жду. Будем писать о Табееве. То есть, вот такие даже отрывочные примеры говорят о таком незаурядном человеке. Он был незаурядным во всем. И в культуре. Вот когда Рахлин, значит, симфонический, да, оркестр, он же его из Украины вытащил. Когда украинцы начали притеснять Наталья Рахлина. И вот он, ведь первому секретарю надо города строить, заводы строить, а он еще голова болит как бы Рахлина. Да, культуры. Или Кузьмин Валерий Владимирович, первый секретарь татарского обкома. Мы, говорит, идем с ним по коридору обкома. Он первый секретарь обкома партии, а я первый секретарь комсомола. И разговаривали. И вдруг, видимо, он вспомнил, говорит, хватает меня за руку, прямо говорит, Валера, постой, вчера я видел молодого, красивого паренька. Зовут его Ренат. И правильно. Слушай, он, оказывается, хорошо поет. Ты возьми его под комсомольскую опеку. Нам, не дай бог, его потерять. Это же будущий Ильхам Шакиров и Альфия Авзалова. То есть, видите, что это первый секретарь. Это, любой, какой бы ни был вопрос, он через него не проходил, он обязательно докапывался. Вот при нем Татария освоила сельхозтехнику. Никогда сельхозтехники ни в одной республике Советского Союза не было. И так далее, и так далее. Ну и еще 2 примера. Если я, значит, давайте так, я еще 2 примера приведу, интересно из его жизни, и можете задавать вопросы. Значит, он интересно рассказывал, когда 35 лет первый секретарь татарского обкома. 35 лет. А там такая промышленность, что он говорит, такие зубры сидели. Я, говорит, был моложе даже секретаря обкома комсомола, моложе. И вот ага, и в это время решили делать 2 обкома. Помните, да? Да, обком сельского хозяйства и промышленности. Моментально все республики, автономные края, сразу в тот же день ЦК решила, только Табеев не сделал. Это же вы можете себе представить, 35 лет, молодой, и не выполняет решение ЦК. Хрущева. Хрущев вызывает, вот он разговаривает, говорит, он меня кулаками мат-перематывает. Ну, говорит, представляете, что такое Хрущев, да? А это молодой, симпатичный, 2 метров. Сижу, говорит,
спокойно, никакой реакции почти. Делаю вид, слушаю, думаю, дай, он все же устанет. Ну, 5 минут, 15, 20 устанет. Вот когда устанет, ясно. Вот когда действительно он устал, в эту паузу, говорит, я воспользовался и говорю, Никита Сергеевич, ну, я же, говорит, татарин, что вы меня так ругаете? Говорит, он на меня дико устался, причем тут татар. Я же, говорю, татар, чего вы меня так ругаете? А у нас, говорит, у татар пословица, в одном казане 2 бараньи головы не варят. Он говорит, до того ему понравилось, говорит, иди, через 2 месяца я буду в Татарии. Проверю. Так твою самодеятельность не оставлю. Поэтому действительно любой вопрос культуры, животноводства, техника и так далее, ему равных не было. Понимаете, это действительно очень-очень-очень интересный человек, человек с юмором. Да? Обязательно пару анекдотов расскажет, когда у него настроение будет, обязательно насмешит. Так? И обязательно, вот, когда к нему домой, я часто очень, особенно последние годы жизни, я почти не выходил от них. Вот заходишь, раю, руки мыть. Мою руку на кухню. Ни в одну комнату пока не заходи, пока начнет с кухни. Знаете, и всегда ухаживал за гостями сам. Вот, пожилой, за гостями сам. И вот саму Кузьмину, я говорю, Валерий Владимирович, бывший первый секретарь татарского обкома комсомола, говорю, мне неудобно, прихожу, а он 85-87 лет за мной ухаживает. Да, Лорен, говорит, не надо. Нет, да плюньте. У него вот эта привычка. Вот, говорит, мы, когда были молодые комсомольцы, так, он приглашает всех комсомольцев обкома, чаи, стол накрывает, и сам, говорит, нам разливает чай, сладостями угощает, и между делом расспрашивает, какие вопросы есть, если надо, давайте поговорите. То есть, понимаете, вот такой человек. Я, чтобы ваше время не отнимать, если желаете вопросы, отвечу. А вот такая книга, действительно, я старался показать чуть-чуть о нем. Ну и чтобы быть объективным, есть очень много, чтобы другие люди о нем рассказали. Есть около 40 человек, которые его знали, о нем рассказывали. Надо было экономические показатели, если принять его научную идею, надо было отказаться от экономических показателей, которые в экономике действовало. Надо было ослабить, значит, руководство партийное над предприятиями, руководителями, дать народу, как говорится, подышать свежим более воздухом. Я в тот период аспирантуре занимался, я доктор наук экономических, жадный экономист. Значит, мы попросили его диссертацию к себя, в Башкирию, я в Уфе работал, и нам не дали. А таких способов, как сейчас, сегодня, тогда не было возможностей. Так мы не познакомились. А он хотел по своей научной методике перевести всю экономику Татарстана вот, на тот лад, который он сам придумал. Ну, естественно, не дали, но в нем чувствовалась такая энергия, естественно, по результатам рассказа автора. Бүгінгі ұшырашу бик әйбәт менә сезнең җыелугыз. Сез хәзер безнең замандагы кебек түгел, яхшы киенгәнсез, матурлар, һәммәгез. Ләкин бездәге булган нәрсә сездә ул кадәр юк. Ана телен безнең кебек белмисез. Мәдәниятебезне безнең кебек белмисез. Ул вакытта күрәсез бит, Табиев үскән Татарстанда түгел. Мин көлеп әйтсәм, ул республиканы Мукшистан дип, но алар анда да керми. Алар Рязань өлкәсендә калдылар. Әҗе дигән авыл, зур авыл, 7 мәчете булган аның. Bütün
Тамбов губернасының Темников уезінде революциядан алдын 2 мәктәп болған, татар мәктәбі. Бірісі міне Әжіде, бірісі Зурпешли деген Мордовияда қалды ол ауыл. Міне шундай шартларда да ана тілін біліп өскен Fikret hem Fikret demişim ki ol minnet yaşarak hocalık yağından, citekçilik itü yağından tuğanlar andı масштабный kişiler, масштабный уй, вот мышление масштабное. Andı kişiler sirek bula. Anı biləsiz, bizni құтыртып Afganistan'a suğuştırığa kirttiler. So'nggi vaqtda Necip ne bizning Sovetlar Soyuzi'na do'st bo'lgan yetakchini olib tashladılar da anda ilçi bulup kaldı. Tabiyevni ciberdiler ilçi bulup kengashchi bulup armiyada general Mahmud Galiyev. Даже köleler idi o vakitte. Hazır niye Afgan düşmanlarına karşı 2 kişinin tura Rus armiyasına karaganda güçlüydü. 2 Tatar. Neyse tabi aytasım ki de bana 2 respublikanın da alga kitüğüne en zor sebepler bana şunday yetekçinin kilip çıkığı. Kamaz düzülürge 2 varyantı var idi. Birisi Başkurtstan'da, birisi Tataristan'da. Lakin onu Tataristan'da düzülürge izbat etti Tabiyev. Çünkü işçiler gerek bulsa gelirler yüzleri de Başkurtstan'dan da başka yerlerden de. O şulay buldu. 2 respublikanın da alga kitüğüne, nıgayığına sebepçi hem etergis buldu. Mine şunday yetekçiler. Ondan medeniyet yağından da ol küp yerzem itti, onun işi Respublika Tataristan'da bulganda. Anda biz alardan aldın mı? Tabiyev'den aldın. Yetekçiler, ministrlar başla ulu yaştakileriydi. Tabiyev buldu sekreter обкома, министр просвещения минем класста институтта бірге оқыдық. Mahmutov idi, Mirza. Onlar yaşlar, Farsıda. Mine şuna göre aytsam bit, medeniyetinin de oku derecesi de respublikalarda bir-birisine yarışıp ul bir gaybet, yaxşılıkta 2 respublikada yarışsınlar. Pust konkurriruyor. Onlardan 2 respublikada fayda bola, tik anlaşıp. Bugünkü uçuraşı beni tağı нәрсе şatlandıra. 20-30 yıllarda прошлого века, өткен ғасырның. Татар, Башқұрт студентлары, Татарстан, Башқұртстан студентлары her vakit do'st bo'lganlar. Birga bir-birisine yardım etip yaşayanlar. Birga konsertlar qo'yganlar. Teatr o'ynaganlar. Müzisyen teatr. Eğer Bashkurt studentlarına yardırak bulgan vakitlarında yardım gerek bulsa spektaküller koyup cıyılgan akşamı Bashkurt studentlarına vergenler. Tataristanlıkına gerek bulsa Tataristanlıkına. Tatar edebiyatı, medeniyeti, Bashkurt edebiyatı, medeniyeti bik
birge менә туганда шул кадәр алар бер-берсен байытып яшәделәр гомре. Бер кайчан бүленмәгез, бергә булыгыз. Менә моңар дәлил дә бар. Менә татарның зур композиторы, башкортның олы җырчысы Газиз Әл-Мухаммедов булган. Ул революциядан алдын әле җырлый башлаган. Алтын тавышлы. Операны, татар операсын 3 соавтор язганнар. Берсе Әл-Мухаммедов. Беренче татар операларында, Сания һәм эшче операларында ул опералар башкорт көйләре белән, татар көйләре белән сугарылган. Шуңа күрә безнең мәдәниятебез, рухыбыз бер-берсен айырмасыз ул. Аны айырга да кирәкми, киресенчә якынлаша барырга, бер-беребезнең башкортларның зур шәхесләрен уртак дип, татарның башкортлар өчен уртак дип кабул итәргә һәм үзебезнең мәдәниятебезне белергә тырышыгыз, яшьләр. Рәхмәт. У меня бабушка 1886 года рождения. Она очень старая была, знала жизнь при царизме, революцию. Все это впитывал как губку, собирал, даже сохранил в пионерский галстук. Представляете? Вот. Для чего, я тогда не знал. Но это история. Это сохранение памяти и передавать младшим поколениям. У меня так с детства как-то зародилось, и все это у меня дома собиралось. И потом все-таки я решил построить отдельно музей краеведческий в нашем селе. К 40-летию окончания школы я подготовил, написал книгу. Вот. И, конечно, в этой книге я не мог не написать про Табеева. Много написал про Табеева. Но чтобы напечатать книгу, все-таки я решил показать ее Табееву. С Табеевым Федором Жановичем я не был знаком, почему? Потому что разные возрасты, вот, ну и разные, соответственно, позиции были. Он большой человек, я все-таки поменьше был. Вот. Но, тем не менее, я решил ему показать первый экземпляр, контрольный экземпляр книги и позвонил в 2008 году Табееву. Тогда у него кабинет был на Щепкина. Когда услышал, что я его земляк, что я с села Азеева, вот, он очень обрадовался, назначил мне день, я поехал к нему, вот, волновался, не скрою, такая глыба, и я к нему еду навстречу. Но когда переступил порог кабинета, увидел его улыбающее, значит, лицо, мне сразу легче стало. И когда мы с ним часа 3 беседовали, я понял, что это вот родной человек, близкий человек. Хотя такая глыба, но у него была такая простота. Почитал книгу мою и сказал, что книга хорошая, нужная, печатай. Я к чему клоню? И в то время я как посоветовался с ним, хочу, я говорю, музей создать в селе. Я говорю, хочу назвать вашим именем. Как вы считаете? Он сказал, что нет, не надо, вот делай музей, хорошо, но чтобы там были все, значит, заслуженные люди села, история села, вот, культура татарская и так далее, так далее. Ну, вот на этом мы как бы порешили, и с этого момента я начал потихонечку планировать создание музея. И в 2013 году я начал строить уже музей. В 2015 году музей был построен. Отдельное здание, отдельное там сооружение, было очень много материала. Родственники Табеева передали много экспонатов, личные вещи его, вот, там фотографии, газеты, там, книги его непосредственно труды. И получился хороший музей. Вот, отдельные товарищи в нем были здесь. И 3 октября 2015 года я решил открыть его. Разослал пригласительные билеты, не билеты, приглашения, и президент Татарстана, и полномочное представительство Москвы, в штаб сюда. Не ожидал, вы знаете, но
результат был удивительный для меня. Приехало очень много людей. Вот. Приехал хороший представитель делегации с Татарстана во главе заместителем председателя Госсовета Ратниковой. Привезли артистов с Татарстана. Целый автобус Рустам Фаисович привез с Москвы. Приехали большие люди. Вот. И открытие было музея, местная администрация, там районная администрация, село пришло. Очень много людей собралось. Я был очень рад. И открытие прошло на высшем уровне. Сейчас, на сегодняшний день музей действует. Очень много делегаций приезжает. Делегация Средней Азии приезжает. С Москвы друзья Табеева приезжают. Вот. Молодежь приезжает. Эмиль дважды привозил молодежь со штаба, с его Эмиля, вы знаете, вот здесь сейчас уже заместитель председателя полномочного представительства. Файзулин, да. Молодец, умница. Музей действует, радует односельчан. Односельчане приходят туда. Он стал местором встречи татар села Азеева. Я сам их там лично встречаю, мне там самовар, приезжают, чай пьем, вспоминают они те годы, довоенные, послевоенные, но в основном приходят уже пожилые люди, которые хорошо знали Табеева. Вот так вот живет музей имени, все-таки мы назвали его именем Табеева Филята Камильжановича. Я вас всех приглашаю на родину Табеева Филята Камильжановича. Это моя родина, мне там есть дом, где могу вас встретить, где я встречаю ежегодно очень много гостей. Пожалуйста, приезжайте. Вот, молодежь приезжайте, приглашаю. Ham bu kitapları sizga bular etamiz. Aziyevda bular etarga. Menzo rahmat sizga. Хазир, Алин деталь. Я забыл сказать одну вещь. Язык теряется, а потерять язык или сохранить зависит от самих людей. Вот от молодежи вашей иногда говорят, татарский язык не престижен. Чушь. Если хорошо владеешь татарским языком, ты в Средней Азии не чужой, ты и с узбеками, и с киргизами, и с туркменами. Поедете в Турцию, через месяц будете свободно вообще по-турецки говорить, а понимать с самого первого шага. Татарский язык – это ключ к остальным тюркским языкам. Я не исключаю татарский и башкирский язык. Это они одинаковые почти, там звуки отдельные. Знание одного языка тоже дает ключ к другому языку. Все-таки стремитесь. У арабов есть пословица. Знание еще одного народа, знание души еще одного народа. А если ты не владеешь своим языком, значит, ты душу своего народа не понимаешь. Кроме вторая пословица арабская, сколько языков ты знаешь, ты столько раз человек. Bu muhterem ceylaşımızda hayırlı, sağlık, selametlik bilen bu uçraşunu uyuşturucu Rüstem kardeşim Yamaliyevka, yardımcılarına İskender kardeşime, bizge temni aşlar peşilçalıga, sizge herkese keng olgan rahmetlerini nasip kıl. Estağfirullah billah Rabbena la tuzigh kulubana ba'da sa'id. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك الله أكبر